Выставка члена Союза художников Чувашии Николая Федорова «Под небом голубым» начала работать в залах Чувашского художественного музея. Символично, что в экспозиции, посвященной 60-летнему юбилею автора, представлено около 60 произведений, выполненных в разные годы. Открытие выставки для художника началось с особого поздравления. Одна из его работ стала победительницей престижного конкурса Русского музея и теперь хранится и выставляется в Санкт-Петербурге. Николай Владимирович, примите, пожалуйста, диплом Государственного русского музея, диплом 3-й степени за победу в конкурсе «Однажды и навсегда». Акварель с фасадом Елисейского магазина можно увидеть и на выставке в Чебоксарах. В чем секрет? В том, что на пленэр в северную столицу, именно на эту локацию, Николай Федоров и воспитанники детской художественной школы номер 6 имени Аксыновых, где он преподает рисунок, живопись, композицию, скульптуру, попадали дважды. Что касается истории вот этого этюда, то когда мы ездили с детьми в Питер, в один год мы поехали, и вот у нас мастер-класс был на Невском проспекте, как раз вот Елисейский магазин. Потом, когда мы с другими детьми, то есть с моим же классом уже постарше, там уже на следующий год опять поехали. То есть нам опять вот второй раз выпал. В багаже в путешествиях всегда с собой у художника акварельные краски, карандаши и бумага. Целый зал экспозиции посвящен зарисовкам из поездок по миру и стране, по Соединенным Штатам Америки, Италии, Греции, Китаю, Вьетнаму. Но не зря коллеги и зрители называют Николая Владимировича хранителем города. Посвящена выставка нашему городу Чебоксары, потому что в первую очередь я здесь живу, соответственно, пою про свой город. И поэтому здесь много зимних пейзажей, немножко летних, летом как бы некогда бывает. А зимой все-таки времени побольше. Акварели, на которых старый город с оврагами, постройками которых уже нет, центр после дождя свежий умытый, повороты и улицы, выписанные с нежностью, любовью, и пронзительное голубое небо. Вдохновение прячется буквально на каждом шагу. Не упустите шанс им насладиться. Выставка будет работать до середины июля. Анна Филиппова, Михаил Солин, Вести Чувашия.